Что такое женская профессия? Обычно она предполагает коммуникабельность и внимательность. Представительницы прекрасного пола редко работают там, где нужен физический труд. Однако кто сказал, что машинист мостового крана или кочегар не женское дело? Подробности в материале нашего корреспондента. На 2 электростанциях Якутская ГРЭС работает около 400 человек. Порядка 90 из них – женщины. Татьяна и Наталья входят в их число. Они работают машинистами мостового крана. В Якутии живут и работают с советских времен. Управляют краном, который поднимает, опускает и перемещает груз. Стаж Татьяны насчитывает порядка 40 лет. Закончила профессиональное техническое училище в Новосибирске. Участвовала в строительстве и реконструкции турбин. Работа монотонная, поэтому мужчины не задерживаются. Тут внимательность. Женщины вроде бы спокойные, им эта работа устраивает. Женщины могут работать на этой работе. Наталье приходится просыпаться в 6 утра, трудиться в 2 смены. Признается, что работа шумная, однако ей нравится. Дочка и сын с профессией мамы уже смирились. Поначалу говорила: мама, давай завязывай, хватит, уже надо отдыхать. А сейчас она уже успокоилась. Сын, он тоже спокойно относится к этому. Деньги зарабатывать надо, работать надо. А надо работать там, где лучше всего это получается. Руководство Якутской ГРЭС результатом работы прекрасных дам довольны. Работники, женщины у нас самые ответственные, самые надежные. На них можно всегда положиться. И зачастую они показывают результаты лучше, чем мужчин. А в поселке городского типа Якутии Усть-Нера живет Татьяна. По профессии она горный техник. В 80-х годах работала электриком шахты Маршальская. С 2000 года, вот уже как 19 лет, трудится кочегаром в ЗАО «Западная». Где женщины не справляются, везде справляются, работают. Тяжело, конечно, не сказать, что легко. Ну, ничего, справляемся. А как ваш муж относится к тому, что у вас такая не женская работа? Нормально. Мы вместе работаем, он слесарем здесь работает. Симпатичная, улыбчивая и оптимистичная. Можно легко ее представить в платье или деловом костюме. Когда я смотрела свою по штату и очень удивилась, конечно, что кочегаром работает женщина. Но когда я первый раз увидела Татьяну Леонидовну, я была приятно удивлена в том, что такая женщина в расцвете сил очень выглядит и вот справляется с такой мужской работой. Режим работы, как у старателя, 12 через 12. Ответственность огромная. Даже на современной модульной котельной присутствует часть тяжелого ручного труда. Вручную загружаем лопата, кувалда, колем уголь. По технологии, конечно, должна быть дробилка, но таковой у нас нет. Ну, приходится, конечно, поработать и ломом, и кувалдой. Ну, ничего, фитнес. Женщина, которая обладает необходимыми знаниями и навыками, может устроиться на любую работу. И если девушка хочет выбрать профессию, которая считается мужской, у нее должна быть такая возможность. Но какую бы она профессию ни выбрала, женщина всегда остается женщиной, даже если ее должность – машинист или кочегар.